Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане объявили 3 выходных дня по случаю Курбан-Байрамы. Объявлена дата проведения церемонии открытия города Аркадак. Туркменистан начал поставлять в Китай до 40 миллиардов кубометров газа в год и другие новости. Президент Туркменистана подписал указ о праздновании Курбан-Байрамы с 28 по 30 июня. Документ предписывает всем учреждениям, предприятиям и организациям, независимо от формы собственности, обеспечить исполнение данного указа. Дни празднования Курбан-Байрамы в Туркменистане являются нерабочими. 29 июня состоится церемония открытия города Аркадак. Соответствующее постановление подписал президент Сердар Бердымухамедов в ходе расширенного выездного заседания Кабинета министров. Город Аркадак, в котором будут проживать приблизительно 70 тысяч человек, возводится на территории площадью 950 гектаров в 30 километрах юго-западнее туркменской столицы. Объем ежегодных газовых поставок по трубопроводу Туркменистан, Узбекистан, Казахстан, Китай составляет около 40 миллиардов кубометров в год. Об этом сообщил заместитель председателя государственного концерна «Туркменгаз» Мурат Арчаев, выступая на международной научной конференции в Ашхабаде. По словам Арчаева, КНР является самым крупным импортером туркменского природного газа. И в перспективе ежегодные объемы этих поставок будут доведены до 60 миллиардов кубометров. Президент Сердар Бердымухамедов утвердил дорожную карту по развитию международного сотрудничества, направленного на изучение вопроса присоединения Туркменистана к глобальному метановому обязательству на 2023-2024 годы и план мероприятий по ее реализации. Постановление предписывает соответствующим министерствам и отраслевым ведомствам обеспечить осуществление мер, обозначенных в дорожной карте и плане мероприятий по ее реализации. Чрезвычайный полномочный посол Республики Таджикистан в Туркменистане Фарух Хамидин Шарифзада завершает свою миссию в стране. В связи с этим состоялась его встреча с министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Миредовым. Министр выразил признательность послу за личный вклад в развитие туркмено-таджикских отношений. Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы сотрудничества между Туркменистаном и Таджикистаном по широкому спектру вопросов политико-дипломатического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Президент России Владимир Путин наградил первую женщину-космонавта Валентину Терешкову орденом Гагарина в 60-ю годовщину ее полета в космос. Согласно указу, Терешкову наградили за выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос. Казахстан запускает прямое авиасообщение с Израилем. С 7 сентября 2023 года компания Air Astana будет дважды в неделю совершать рейс в Тель-Авив из Алматы на самолетах типа Airbus 321. Открытие рейса с Израилем позволит вывести сотрудничество между двумя странами в туристической, культурной и торгово-экономической сферах на новый уровень. Сборная Ирана разгромила команду Киргизстана со счетом 5-1 в матче за первое место в группе на Кубке наций Центральноазиатской футбольной ассоциации. В составе победителей хэт-трик оформил Мехди Тареми, а Сердар Азмун отметился 2 мячами. У соперника гол престижа на счету Мирлана Мурзаева. 20 июня сборная Ирана сыграет в финале CAF Nations Cup 2023, а Киргизстан в матче за 3-е место. Их соперники определятся сегодня по итогам встреч Узбекистан-Таджикистан и Туркменистан-Оман. Туркменский боец смешанного стиля, представитель полутяжелой весовой категории Довляджан Яхшимурадов, принимает участие в съемках 4-го сезона турецкой картины «Основание Осман». Яхшимурадов играет роль балабана Альпа из Конии, верного солдата Османбея, создавшего могущественную империю. Новая серия с Яхшимурадовым уже вышла на экраны телеканала АТВ. Туркменский футбольный арбитр Ресул Мамедов будет работать в элитной категории судей на соревнованиях под эгидой Азиатской конфедерации футбола. На последнем этапе рекрутинга работу Ресула Мамедова просматривали инструкторы АФК и ФИФА. Французский специалист Руди Гарсия назначен главным тренером Наполи. Детали соглашения не уточняются. На посту главного тренера неаполитанцев Гарсия сменил Лучано Спалетти, который привел команду к первому за 33 года чемпионству. В мае президент Наполи заявил, что Спалетти покинет клуб после окончания сезона. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете познакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.